Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в самое ближайшее время? Что случится с вами с минуты на минуту, со дня на день? Давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, птица Феникс взлетает. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, пусть так у всех и исполнится. Такое впечатление, что вас тут в сетку поймали, еще и за крылья держали некие люди. Один с одной стороны, а другой с другой стороны. И тот, кто слева, видите, как пика в руках была у этого человека, прям колол вас, хотел вам, не знаю, проколоть крыло, максимальную боль вам доставить. А тот, кто с правой стороны, как будто бы с добрыми намерениями, да, но тоже вас удерживал. Знаете, прорветесь, сетку прорвете и взлетите. Не смогут они вас остановить и не смогут они вам помешать. Вот у меня идет такое ощущение, что в ближайшие 3-5 дней у вас какой-то невероятный прорыв случится. Освобождение, прорыв. И вот кто мешал, вот они где-то там далеко внизу останутся, а вы, как птица Феникс, взлетите и полетите высоко-высоко в небо, где нет таких нехороших людей, где никто не вредит, где никто не мешает и никаких сетей не существует. Сеть — это может быть что угодно, начиная от каких-то рукотворных преград, обмана, влияния, навеивания. И даже, возможно, какой-то, знаете, как деструктивная программа. Вот вас винили в чем-то, либо такую вину вам там выставляли, что ты там и то, и сё, и что ты обязана, да, вот это все уйдет. Взлетите, высоко взлетите. Свобода, ощущение свободы, ощущение полета, ощущение, что ваша жизнь теперь меняется к лучшему, и вы управляете своей жизнью. Очень классный момент. Так, чуть пониже показан момент знакомства. Вам предстоит познакомиться с очень интересным человеком. Человек явно будет старшего возраста. Ну, как бы, да, постарше, чем вы. Но при этом у человека какой-то прям опыт, как в людях умеет разбираться, да, либо людей всех видит насквозь. И даже если вы там, ну, понятно, не будете с первой встречи себя рекламировать, либо что-то про себя там такое личное рассказывать, человек все равно увидит, кто вы такая, либо кто вы такой, если смотрят меня мужчины. К вам какое-то особое привилегированное отношение. От такого отношения вы даже себя немножечко некомфортно почувствуете. Но будучи хорошо воспитанным человеком, скромным человеком, когда вас выделяют на фоне других, конечно, вы себя чувствуете так некомфортно. Да? Вы, наоборот, стараетесь в невидимку превратиться. Но человек, который умеет разбираться в людях, сразу с первого взгляда оценит, кто перед ним. И еще этот человек увидит нечто большее, чем вы сами видите в отражении зеркала. Скорее всего, человек сразу увидит ваши сильные черты, ваши способности, не знаю, там, таланты ваши увидит. Вот как-то так мне идет, что это отношение, оно складывается из разных составляющих. Ну, честное, да, сразу увидит, что вы честный человек, честная женщина. Сразу увидит, что вы порядочный человек, сразу увидит, что вы глубокий человек, что вы знающий человек, что вы образованный человек, что вы благородный человек, да, и плюс увидит ваш талант. И поэтому вот такое привилегированное отношение. Вот то, что начнется сейчас, оно продлится долгие-долгие годы. Я бы даже сказала, несколько десятилетий. А у кого-то прям и до конца, назовем это так, ну, в кавычках, понятное дело. То есть познакомитесь по судьбе,
по судьбе будете общаться, взаимодействовать, и от этого общения, от этого знакомства в вашу жизнь идут только лишь блага. А еще мне идет, что человек всесторонне повлияет, поучаствует в том, чтобы ваш талант, который вы сами в себе не видите, не замечаете, полностью раскрылся. Раскрылся, чтобы ваше солнце над головой взошло. Да? Человек вот прям скажет, да? Много всяких бездарностей, лезут со всех щелей и дыр, а ты талантливый человек, да? Ты не видишь своего таланта, но зато я вижу, и я тебе помогу этот талант раскрыть. Ну и так оно и будет. Так, указатель показан, знак указывающий, да, указательный знак. Мои дорогие, обращайте внимание на указательные знаки в прямом смысле слова. Вот вы там в городе находитесь, либо за рулем едете. Вот на все знаки обращайте внимание, ну и, конечно, руководствуйтесь тем, что написано на знаке. Это очень важно, это полезно, это во избежание всяких неприятных моментов. Там, не знаю, светофор — это, кстати, тоже знак. То есть, если вы стоите у дороги, и вы там не успели, и зажегся там оранжевый сигнал светофора, все равно останьтесь, лучше не идите, обождите, там красный, потом опять будет оранжевый, потом опять зеленый, и пойдете. То же самое, вот вы о чем-то думаете, раз там и зеленый свет светофора зажегся. Это тоже вам знак, что мысли правильные, да, этим нужно заниматься, либо все будет хорошо. А если вот красный сигнал, то, наверное, нужно что-то переработать, либо передумать, либо с другой стороны зайти и, возможно, даже подойти не к этому вопросу, а к какому-то другому. Вот. Ну, плюс указатели, ну, вот какие-то знаки, да, которые там на дороге бывают. Там баннеры, кстати, тоже могут быть, там какие-то слоганы на этих баннерах, там рекламные баннеры, либо какие-то еще, может, там работу найдете, увидите баннер с рекламой работы. То есть хорошие, да, знаки для вас все хорошие, их нужно принимать, обязательно учитывать и поступать согласно этим знакам. Дальше новостей будет очень много. Прям очень много. Много пустых новостей, но есть и нечто ценное. Ценная новость, которую нужно прям выделить. Пустые новости — это как какой-то белый шум, да, это как новостной ряд идет. А вот эта ценная новость, она как будто бы в глубине прячется, либо между строк идет. Поэтому будьте внимательны ко всем новостям, которые будете получать, ко всей той информации, которая будет входить в ваши уши и которую будут воспринимать ваши глаза, чтобы не пропустить ценное. Дальше показан подъем. Подъем очень тяжелый, медленными шажочками. Я бы даже сказала гуськом. Такое впечатление, что вы идете по какой-то ледяной горе. Да, вот сплошная ледяная корка, очень скользко, очень страшно, некомфортно, но деваться некуда, нужно идти гусиным шагом, либо вот этим пингвиньим шагом, да, перекатываясь, переваливаясь с одной ноги на другую, потихонечку вы и выйдете. Мои хорошие, спешить ни в коем случае нельзя. Как говорят, поспешишь, людей насмешишь. А в вашем случае упадешь и больно ударишься. Да? Поэтому очень медленно продвигайтесь спокойно, следите за дыханием и внимательно смотрите вперед и под ноги. Вот это очень важно. Я вижу, что вы все-таки до цели своей доберетесь. Когда другие будут там падать, кубарем лететь вниз, либо скользить вниз, вы потихонечку в своем ритме не только обгоните всех конкурентов, да, обойдете, но еще и до цели своей доберетесь. Нужно быть холоднокровным человеком и иметь выдержку. Увидели, вернее, что люди там рванули вперед, пусть бегут, быстрее упадут. А вы же спокойненько, шаг за шагом, гуськом поднимайтесь, потихонечку вы доберетесь, а другие попадают. Именно так мне идет. Дальше случится событие, которое никто не ждет. Оно сродни, как вот гром среди ясного неба. Как громыхнет, так все, значит, и присядут, либо за голову схватятся. Но это событие, оно предтеча чего-то более важного, того, что начинает закручиваться, либо формироваться в пространстве. А этот первый гром, может, кстати, у вас действительно будет гром, и вам прям такой прямой знак идет.
открывает двери в будущее. Но будущее открывается лишь только тем, кто смелый, да, кто деятельный, кто активный. Кто пассивный, как бы для вас это просто какие-то смутные, страшные времена. А для деятельных, активных людей, которые устали терпеть и надеяться, там, чего-то там от кого-то ждать, которые хотят свою жизнь взять в свои руки, да, вот как эта птица Феникс, вот для вас открывается будущее. Да? Все события, которые последуют после этого грома, они только лишь в плюс к вам идут. Да? Только лишь в плюс. Главное, чтобы вы там ничего нигде не упустили и везде следовали за этими событиями, да, либо были первым в очереди, да, за этими событиями. Потому что помимо вас и другие люди тоже этого захотят. Нет, есть те, которые испугаются, а есть те, как вы, тоже захотят. Поэтому нельзя пропускать ничего. Еще какой-то праздник показывают, там люди будут пить и ругаться. То ли от того, что они пьют, они ругаются, то ли они от того, что ругаются, начинают пить. Ну, скорее всего, первый вариант. На самом деле такие мероприятия, они не очень хорошие и как бы не рекомендуется их посещать. Потому что вот эти все свары, ругань, мат, потасовки могут быть всякие, да, они как бы разрушающие действуют на психику здорового человека. Поэтому, мои хорошие, я бы на вашем месте, да, смотрела бы, кто соберется, кто будет участвовать в мероприятии, и лучше бы держалась в стороне, да, как-то более качественно проводила это время, либо проводила бы время с семьей. Потому что вы пойдете, да, все может начаться неплохо, но закончится очень грустно, печально, вот криком, полицией, не знаю, мордобоем. Оно вам надо такое видеть? Я думаю, что не стоит. Там явно будут какие-то люди, которые вот они друг к другу очень плохо относятся, да, как антагонисты. И вот кому-то пришла такая идея, да, пригласить их вместе, и они обязательно поссорятся, поругаются, и там всем достанется, понимаете, поэтому лучше не ходить. Дальше. Показывают мужчину, которого нельзя в чем-то убедить, либо переубедить, такой вот прям противный. Он либо как ослик, либо как козлик, да, вот такой прям очень упрямый. Я не хочу никого обидеть, я просто хочу подчеркнуть особенности характера данного человека. Невероятно упрямый. И если что-то начинаешь там говорить, какие-то доводы приводишь, аргументы, человек начинает агрессивить, да, вот прям вообще ни в какую. И вы, я так понимаю, да, очень намучились с этим человеком, потому что никак он ни на что не соглашается, ни на какие уговоры, разговоры не идет. Но высшие силы пошлют к вам на помощь человека, скорее всего, это будет другой мужчина, который прям укротитель козликов и осликов, он знает, как с ними работать, он знает, как с ними разговаривать. В ваших глазах это другой мужчина, он просто фокусник, он просто волшебник, он менталист, он маг. И вы смотрите на него, как на какого-то небожителя. Таких чудес вы давно не видели. Буквально за 10-15 минут ваш ослик, либо ваш козлик, заметьте, с любовью говорю, да, никого не оскорбляю, вы, пожалуйста, не цепляйтесь, превратится в очень нормального, адекватного, понимающего и ясно мыслящего человека. Таких чудес, как, я еще раз повторюсь, вы давно не видели. И настолько это прям впечатляет, настолько это помогает, настолько это улучшает вот ваши взаимоотношения. Да? Человек буквально там еще несколько минут назад там был полон агрессии, сверкал, там, шумел, гудел, как взрывающийся вулкан, а тут на тебе адекватный, в прекрасном расположении духа, общается, соглашается, даже какие-то свои предложения делает. Что за волшебник, не могу сказать. Возможно, будет желание, вернетесь потом к этой цыпочке, скажете, кто такой, адресочек дадите, куда своих осликов, козликов водить, чтобы как-то нормально с ними общаться, взаимодействовать. Вот человек волшебник, умеет, либо в людях хорошо разбирается, а может он, не знаю, психолог хороший, либо ментор, коуч, а может и психиатр, кто же его знает. В общем, здорово. Вот вижу, что отношения у людей буквально вот на краю пропасти были, и они были максимально тяжелыми и невыносимыми, но благодаря вот этому фокуснику, либо этому магу-мужчине, раз и все как бы наладилось, все изменилось в моменте в лучшую сторону. Приятное общение будет.
а человек просто вот в моменте забывает о своем плохом характере и даже немножко стыдится того, что был таким вот несговорчивым и агрессивным. Да, да, вот такое чудо вас ждет. Это уникально. Дальше показывает, что некий цветок, вопреки вашим ожиданиям, скажем так, не раскрывается. Да? Вот он в бутоне, он вроде вот должен, вот-вот, а ничего не происходит. А я вам так скажу, не спешите, не форсируйте. Этот цветочек, он необычный, и этот цветочек собой что-то символизирует. Возможно, у вас дома этот цветочек, и вы все надеетесь, что он зацветет. Уж очень хочется посмотреть, какой он в цвету. А у кого-то отыграется, это связано с отношениями. Допустим, за вами кто-то ухаживает, либо вы уже в отношениях. А человек не делает каких-то конкретных шагов, там ничего особенного не предлагает. И когда цветок расцветет, понятно, что вам сделают предложение, там в любви признаются, либо еще что-то произойдет. А поскольку цветок не распускается, да, вот как бы вяло текущая ситуация. В общем, высшие силы вам говорят, что форсировать нельзя, что цветочку нужно немножко еще дать времени. И чем позже зацветет этот цветок, тем лучше для вас. Как это объяснить, я не знаю. Возможно, когда событие произойдет, вы сами сможете ответить, почему именно так. Не надо руками раскрывать, не надо там нервничать, не надо бить тревогу, не нужно там перед вашим партнером ставить какие-то ультиматумы. То есть это нехороший момент. Просто дождитесь, когда все случится, да, вы тогда все поймете. Оно случится. Может быть, чуть позже, чем в ближайшие 3-5 дней, но оно точно случится. Дальше показывают выбор. И выбирать вы как будто бы будете вслепую. Не знаю, может быть, это покупка в интернете, а может быть, это какое-то предложение на расстоянии. Но я так скажу, ни у кого нет желания вас обмануть. Ни у кого. Ни у продавца, ни у того, кто делает предложение. Наоборот, люди заинтересованы в том, чтобы честно с вами посотрудничать, либо честно с вами сделать какие-то дела. То есть не надо искать подвох, а просто выбирайте так, как подскажет вам сердце. В вашем сердце интуиции хоть отбавляй, и я думаю, что вы точно не ошибетесь. А вообще, мне кажется, что вы уже знаете, чего вы хотите, и поэтому вам будет не тяжело выбирать. Единственное, что вот мысли, что меня могут обмануть, нет, никто не хочет вас обмануть. Наоборот, люди хотят честного взаимодействия. Возможно, важен очень ваш отзыв, либо какие-то другие моменты. Так, здесь у вас крестик стоит. Крестик. На какого-то человека падает крест. Я так понимаю, что человек пытался свой тяжелый крест вам подсунуть, либо на вас перекинуть. Но тут сами высшие силы заступились и буквально до этого человека с его крестом, пендалем выкинули из вашей жизни. И если кто-то пропадет и, скажем, случайно произошло, либо какая-то острая необходимость куда-то уехать, выехать, переехать, знаете, что этот человек хотел вас подставить, знаете, что этот человек хотел свои собственные проблемы свалить на вас. Но высшие силы распорядились иначе. Просто вытянули этого человека из вашей жизни. Дальше показывает, что на какого-то человека вы произведете сногсшибательное впечатление, что-то сказав, либо поделившись какими-то знаниями. Там человек просто на 7-м небе от счастья, не знает, как вам угодить, как вас отблагодарить. И будет даже немножко неудобно, неудобно, потому что, слишком, сладенький этот человек, прям на вас там виснет, липнет, а вроде вы ничего такого и не сделали. То, что для вас является обычным, нормальным, для этого человека это какая-то гениальность, это какие-то секретные, запретные знания, которые бы этот человек за всю жизнь не получил, а тут вы так просто взяли и рассказали, Интересно. Мне кажется, что этот человек к вам привяжется, и даже если вы не сильно хотите общаться, человек вас может уговорить, и у вас общение будет регулярным, постоянным и в позиции, что вы учитель, а этот человек ученик.
Вот настолько мне идет. Ну, человек вами восхищается, человек вообще очень рад, что с вами общается. И человек действительно благодаря вам учится, развивается. А вы знаете, это прям очень и очень важно. Не каждому человеку, во-первых, дано учиться, не у каждого есть возможность, и не вся информация может быть усвоена. А вы, видимо, умеете так сказать, либо так объяснить, что это просто вот как ложится на сердце мне идет. Дальше. Здесь обувь показали, но обувь, которая не подходит. Да? Варианты обуви, которые не подходят. Ну, допустим, вот это какой-то прям сапог. Сейчас у нас лето, зачем вам сапоги? В них будет жарко. Да? А здесь показан какой-то вот, не знаю, сандаль, наверное, какой-то, может быть, и лапоть. Но опять же, да, огромного размера. И что вы с ним делать будете? На 2 ноги сразу одевать, да? Но какие-то неудобные, нехорошие варианты. И здесь вам советуют, если чувствуете, что не ваш, так и скажите, ничего не выбирайте и вообще откажитесь во времени. То есть, да, варианты есть, но это не ваши варианты. Либо они вам совершенно не подходят. Вот если здесь вам все подходит, вот тут вам ничего не подходит. Дальше показывают маленькую черепаху. И показывают, что эта черепаха у себя во рту что-то несет. Какую-то траву, что ли. Может, это и не трава, может, это цветочки какие-то полевые. Возможно, вы к кому-то когда-то обращались, и человек вам что-то пообещал. Допустим, что-то вам дать, привезти, принести. И вот прошло несколько месяцев, либо несколько лет, и вот наконец-таки это все случилось. Возможно, вы не сразу вспомните, когда вспомните, очень сильно удивитесь. Это же надо, сколько эта черепаха ползла, чтобы именно сейчас до вас добраться. Какая-то такая ситуация странная, да, мягко сказать, странная. Дальше. Человек флагом машет, но за пазухой держит камни. Человек, который говорит: я сдаюсь, я признаю, я извиняюсь, но на самом деле есть камни, да. Не дайте себя усыпить, не дайте человеку уговорить вас. Смотрите глубже, либо так и скажите: покажи, что за пазухой, и все выяснится, да. Вот этот флаг, это как, знаете, отвлечь, переключить ваше внимание, что я с тобой согласен, но тем не менее будет удобный момент, я тебя камнем ударю, да, вот как-то так мне идет. Дальше. Вот здесь показывают женщину красивую, красиво одетую. Это женщина с деньгами. И я так понимаю, что она вам деньги готова дать, либо захочет дать. А может, она передает эти деньги. А может быть, она ваша клиентка, либо будущая заказчица. Вы знаете, скажу так. Вот какая она красивая внешне, такая же красивая и внутри. И у нее очень замечательный характер, у этой женщины. Если это ваша клиентка либо заказчица, знайте, что с ней только лишь одно удовольствие работать. Если эта женщина выдает деньги, либо от кого-то берет, вам передает, то знайте, что эта женщина, она настолько честная, настолько она открытая, она не имеет ничего дурного никому. Вот знаете, такой немножко блаженный человек, в хорошем смысле этого слова. И как-то приятно вам с ней общаться. А если вы мужчина, так приятнее вдвойне идет. Даже если вы женщина, тоже будет очень приятно пообщаться с такой милой девушкой, да, с милой женщиной. И вот как-то, знаете, она дает эти деньги, а деньги как-то легко, да, легко ложатся к вам в руку. И еще вижу, что после этого к вам либо в тот же день, либо на следующий день после ее этой легкой руки еще деньги придут. Возможно, в точно таком же количестве, а возможно, даже в большем. Да даже если и в меньшем, все равно, знаете, как-то неожиданно у нее легкая рука. И в будущем вы тоже будете проводить такие параллели, но оно прям так и работает. Вот она вам денег дала, и вы буквально через несколько часов, либо суток получаете еще такую же сумму. Вот есть в ней что-то волшебное в этой женщине. Может, она и магией не обладает, но рука у нее очень легкая. И это прям хороший знак. Да? Почаще пусть она вам деньги дает, и тогда ваши доходы будут удваиваться, да, увеличиваться. Так, колодец показан. Колодец – это ресурсы.
это ресурсы, а у кого-то еще связано со здоровьем. Пить из колодца, набираться сил, черпать из колодца, ну, брать ресурсы от Вселенной, от космоса, от Земли Матушки. Смотрите, колодец очень узкий, но очень глубокий. Вот, возможно, сейчас вы можете брать какими-то небольшими порциями, там, не ведром, но, например, там, чашкой, да, либо кружкой. Вот, и не переживайте, там очень много воды, там очень много ресурсов. И да, можно брать по кружечке, по чашечке, но постоянно, да, ограничений не будет. И вот что-то мне подсказывает, что этот колодец, он может расширяться. То есть сейчас вы берете по чашке, в будущем это будет что-то там, ну, как миска, может быть, а потом уже дойдете до такой ширины, что и ведро можно будет зачерпнуть. Вот как-то мне идет, что время вам пришло, и вы этот колодец обнаружите и начнете с него черпать. И от этого дня ваша жизнь начнет разворачиваться в правильную сторону. Медленно, но уверенно в правильную сторону. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.